Дорогие друзья, добрый вечер. Обзор протестных новостей России за последнюю неделю. Итак, значит, 8 числа, 8 мая, с обращением к депутатам Народного собрания Республики Ингушетия выступил Мурат Даскиев, который является исполняющим обязанности председателя Совета тейпов ингушского народа. Выступил с видеообращением. Само видеообращение в себе несло достаточно стандартные вещи, я их пересказывать не буду, но он высказал одну очень интересную мысль, которую раньше до него никто не высказывал. А мысль эта состоит в следующем. Митинги 26 и 27 марта, которые проходили в Магасе, напоминаю, что 26 числа проходил санкционированный митинг. Это очень важно, что он был санкционированный, и после 6 вечера он стал несанкционированный. И утром 27 марта произошло столкновение на главной площади Магаса между силовыми структурами и участниками митингов, молодыми людьми, которых оставалось там около 150-200 человек. И вот Мурат Даскиев высказал следующее предположение, что на самом деле, почему был разрешен этот митинг. После этого митинга никаких митингов больше Евкуров не разрешал в Ингушетии. Но почему был разрешен именно этот митинг? Он был разрешен Евкуровым потому, что это была ловушка. Это была ловушка Евкурова. Ему нужно было не просто выявить всех активистов, ему нужно было их спровоцировать на якобы противоправные действия, чтобы их привлечь к ответственности и чтобы их изолировать от ингушского народа. Вот для чего Евкуров разрешил митинг 26 числа в Магасе. Это была ловушка. Целенаправленно спланированная акция по обезглавливанию лидеров ингушских протестных движений. Я не знаю, насколько прав Мурат Даскиев. Я считаю, что все-таки дело обстояло чуть по-другому. Что Евкуров все-таки пытался как-то побороться с протестным движением. И когда этого не получилось, то он просто-напросто принял решение или получил такое решение из Москвы и стал его исполнять о полном обезглавливании протестного движения в Ингушетии. Все лидеры, которые так или иначе засветились, которые даже не принимали участие в силовом столкновении с органами правопорядка, все эти лица были или задержаны, или арестованы, или объявлены в розыск, как это произошло с Ахмедом Погоровым. Итак, новость номер 2. Это вот новость номер 1. Новость номер 2. Координатору организации «Выбор Ингушетии» Исмаилу Нальгиеву, задержанному в Белоруссии и выданному оттуда из Беларуси обратно в Россию, предъявлено уголовное обвинение. То есть уголовные обвинения теперь предъявляются всем. А именно, формулировка такая: насилие над представителем органов власти. То есть это уголовная статья, согласно которой можно получить до 10 лет лишения свободы. Сейчас всю оппозицию, всех лидеров пытаются провести по уголовным статьям. Даже если нет прямых данных, что они как-либо участвовали вот в этом вот спровоцированном столкновении. А очень многие считают, что это столкновение, именно вот это вот физическое столкновение, было спровоцировано. Если вы помните, спровоцировано властями. Если вы помните, да, то там была ситуация, когда правоохранительные органы, они стали пятиться, да, тем самым провоцируя молодых людей на, скажем так, на более такие вот активные действия в их адрес, даже, можно сказать, на более агрессивные действия. И поэтому, возможно, это действительно частично была продуманная акция. Возможно, я этого не знаю.
Итак, значит, и, наконец, последняя новость. 10 мая. Эта новость уже касается не Ингушетии. Но я часто в комментариях получаю такие сообщения, да, что вот вы там в Центральной России пишете нам, что вы, ингуши, молодцы, отстаиваете свою честь, свои права, свои принципы. Сами-то вы, говорит, ничего не делаете там у себя в Центральной России. Где вы русские, да, так вот, ингуши, где вы русские, почему вы нас не поддерживаете, почему вы не выступаете против своих губернаторов, которые вас обманывают. Вот были такие комментарии. Ну, здесь я сразу хочу оговориться, что под русскими в контексте вот этого обсуждения подразумевались все народы Центральной России, все народы Севера, которые по отношению к Кавказу север, все это север, да. То есть здесь вопрос не в национальной подоплеке, что там именно русские, а не татары, там, не башкиры или кто-то еще, а вся остальная Россия. Где ты, вся остальная Россия? Именно такой был подтекст этих выступлений. И вот я довожу до вашего сведения, уважаемые жители Ингушетии, которые писали эти справедливые комментарии. 10 мая сего года на станции Шейс Архангельской области активисты легли на вертолетные площадки в районе полигона, в районе будущего мусорного полигона. Я напоминаю, да, что было принято решение на юге Архангельской области создать огромнейший мусорный полигон, куда бы свозили мусорные отходы из Москвы. И архангелогородцы, и жители Архангельской области, они возмущались, они проводили митинги, несанкционированный митинг провели в Архангельске. И там тоже были задержаны активисты, оштрафованы. Правда, у меня нет данных, что кто-либо был задержан и кому-либо вменили уголовную статью. По-моему, такого нет, по крайней мере, я об этом еще не знаю. И вот ситуация вроде бы затихла. И здесь вот такая ситуация, да, вы можете набрать в интернете это посмотреть. 10 мая активисты, их там было человек 50-70, они легли, значит, на эти вот взлетные, эти вот, ну, пятна, которые такие вот с точкой в центре, которые для посадки вертолетов в районе этого полигона. Вертолеты должны были что-то провести, вот, и они сели на эти вот взлетные площадки, взяли друг друга под руки и заблокировали посадку этих самых вертолетов. С какими-то, возможно, людьми или грузами, или еще чем-то, я пока подробностей не знаю. И их стали растаскивать люди в черном. То есть появилась откуда-то отнюдь не милиция, а появились чоповцы, такие накачанные ребята бандитского вида, которые стали растаскивать за руки, за ноги, за волосы этих самых активистов. И были травмы, были ранения. Один активист был отправлен на скорой помощи с сотрясением мозга. Это было 10 числа. Так что, уважаемые ингуши, вы не в одиночестве. Россия постепенно просыпается. И протестные движения в регионах постепенно набирают обороты. Уже, ну, многие, да, эти действия прокомментировали как неправомочные, те самые действия, которые проходили вот на станции Шейс. Вот, и что непонятно кто, да, вот что это за люди были в черном, непонятен их статус, это была явно не полиция, это были явно не какие-то там другие правоохранительные органы, это просто были местные чоповцы, среди которых могли быть люди самые разные, понимаете, самые разные, и там бандиты, и полубандиты, и, так сказать, и всякого рода контингент. Вот такая ситуация. Поэтому мой прогноз такой. Ну да, мне еще вот вопросы задают, а что будет, когда, причем эти вопросы задают не из Ингушетии, эти вопросы задают из центральной полосы, из центральной России. Что будет в Ингушетии дальше, когда посадят всех активистов? Да, еще посадили не всех, досаживают последних. Но что будет тогда, когда посадят всех активистов? Я думаю, что появятся новые активисты, что протестные движения в Ингушетии не остановятся. И они не остановятся по всей России. Протестные движения в России против несправедливого отношения властей к своему народу и к своей территории,
и к понятиям социальной справедливости, и к закону. Такое вот отношение несправедливое ко всем этим вещам породит массовые протесты, массовые выступления по всей России, которые еще неизвестно к чему приведут. Это мой прогноз. Спасибо за внимание.